всех рада приветствовать на 10-м уже ифтаре штаба Татар Москвы. Сегодня у нас студенческий ифтар. Также у нас сегодня организаторы деловой клуб «Акбарс». Сегодня Дамир представится, расскажет о себе и о клубе, и о гостях, которые сегодня нас посетили. В наших стенах вы уже не первый раз. Каждые воскресные встречи у нас студенческие также будут проходить, но сегодня у нас вот такой студенческий ифтар. Я представляю деловой клуб «Акбарс», если можно сказать, являюсь таким официальным представителем в штабе «Татар». За прошлый год так получилось, что из коммуникации, из нетворкинга нам удалось несколько человек направить на нужный путь из студентов или бывших студентов на тот путь, на который они хотели. И один человек даже стал моим бизнес-партнером, осуществил свои мечты и, в общем-то, живет той жизнью, о которой он мечтал на данный момент. Вот. Поэтому, если у кого-то вдруг есть какие-то интересные, смелые идеи, нужен совет по профессиональной деятельности, по бизнесу, как начать, как что-то организовать, пожалуйста, не стесняйтесь. У нас также есть менторская программа, в которую мы вас можем включить, и во время прохождения которой вы можете взаимодействовать уже с опытными бизнесменами. Из нашего клуба здесь еще присутствуют помимо меня еще двое участников, Марат и Тимур. За организацию этого вечера, сегодняшнего ифтара, хотел бы поблагодарить Тимура. Спасибо большое, Тимур, что организовал, что собрал нас здесь всех. Ну и что, пожалуй, начнем, да? Зурахмат. Альхамдулилля, я рад вас всех приветствовать здесь. Рад, что меня приглашают. Спасибо Гульнару, спасибо вам, организаторам сегодняшнего именно маджлиса. Потому что, когда собираются мусульмане, мужчины и женщины, девочки и мальчики, то есть взрослые и молодые, в эти места собираются много-много ангелов. То есть эти места окружаются многими ангелами. Почему? Потому что в этих местах читается Коран, рассказывается о религии ислам. И есть такая группа ангелов, которые путешествуют по земле, и они именно посещают только такие места. То есть они не посещают какие-то там другие места, только эти места они ищут, где именно восхваляют нашего Создателя, Субханаху ва Тааля. Но восхваление Создателя, это и не имеется в виду только намаз читать. Нет, восхваление Создателя, это имеется в виду жить как мусульманин или мусульманка. То есть веровать в Аллаха правильно. То есть говорить «Ля иляха илlallah, Мухаммад Расулуллах». Да? Основа нашей веры – это «Ля иляха илlallah, Мухаммад Расулуллах». Все же знают это. Кто не знает, поднимите руку, мы повторим все вместе. «Ля иляха илlallah, Мухаммад Расулуллах». Альхамдулилля, это вот первое вводное слово, о чем я говорю. Но так как сегодня особенная, возможно, сегодня будет особенная ночь, я вкратце и о ней тоже хотел немножко рассказать. Что это такое? Что такое ночь, особенная ночь, которая вот бывает раз в году? Если, может быть, вы слышали, Кадр Кич называется, да, на арабском Лейлятуль Кадр, на русском ночь предопределения. Ночь предопределения. Как это понять? Вот представляете, вот в целом человек живет на этой земле где-то примерно... Сколько живет? Давайте скажем, давайте добавим 100 лет. Скажем, да, мы будем надеяться, что живет человек 100 лет. На самом деле где-то 80-90 лет человек живет в среднем. А если брать статистику, то где-то вообще 60-70 лет. То есть человек, который застанет такую ночь, как Лейлятуль Кадр, и, например, прочитает дуа, там, «О Аллах, прости меня, Аллах махфирли», или прочитает салават на пророка Мухаммада, «Аллаху салли аля саййидина Мухаммад», то как будто бы, один раз, если он только скажет, как будто бы он это повторял 83 года и 4 месяца. Представляете? Вот ночь Лейлятуль Кадр, она приравнивается, как сказано в Коране, «Инна анзальнаху фи Лейлятуль Кадр, Лейлятуль Кадр хайру мин альфи шахр». То есть ночь предопределения, Кадр Кич, лучше, чем 1000 месяцев, а 1000 месяцев это примерно 83 года и 4 месяца. 83 года и 4 месяца. Представляете, да? То есть получается, мы, если с вами поймаем эту ночь, то мы сможем что? Во-первых,
например, если кто-то даст садака, знаете, что такое садака? Что это такое? Милостыня. Милостыня. Ага. То есть, а что мы знаем о садака? У нее нет. А что еще? Давайте вместе интерактивно немножко поработаем. Не Все, стесняйтесь. что мы отдаем в качестве садака, остается на самом деле у нас, только записано. Вот. То есть, получается, это как, если с точки зрения сегодняшнего у нас интересный клуба Акбарс, это бизнес. Это бизнес, на самом деле, какой? Для ахирата. Это получается у вас договор с банком, который вы в судный день сможете воспользоваться, понимаете? Это садака называется. Вы его даете, закят, садака. В этом мире вы оттуда ничего не получаете, то есть вы не видите сразу результат. Хотя о результатах тоже говорил пророк Мухаммад, алейхиссаляту салям. То есть получается, когда человек вкладывает садака, например, в эту ночь, эта ночь 1000 месяцев. Если человек дал 10 рублей, умножайте на 83 года и 4 месяца. Сколько это получится? Можете на калькулятор посчитать? У нас в году 365 дней. То есть 365 надо умножить на 84. То есть и вот эту сумму, то есть вот эти 10 рублей. 660. Сколько? 30 660. То есть если человек даст 10 рублей вот в эту ночь, он как будто столько отдал садака. А если даст 1000 рублей? И это еще просто, мы сказали, саму сумму. Но еще учитывать надо то, что в Рамадан любой садака, любое благое дело увеличивается до 1000 раз. До 1000 раз. То есть если дал 10 рублей, умножай на 1000. То есть это уже миллион. И миллион умножайте вот на эту сумму, которую вы сказали. Представляете? Огромное вознаграждение. Огромное вознаграждение человек может в эту ночь получить. Поэтому наши праведные предшественники, они что делали? Ночью старались хоть чуть-чуть не спать. Хоть чуть-чуть не спать. Просыпались до утреннего намаза и просили: «О Аллах, если я грешен, прости меня. Если я не могу намаз читать, дай мне возможность, чтобы я научился читать. Если я что-то делаю не так, исправь меня». Потому что зачастую человек сам по себе, наше эго, мы себя не можем, например, исправить самостоятельно своими руками, своими действиями. Но под влиянием дуа, потому что Аллах же Создатель. Аллах же создал у нас вот это чувство и вот эту слабость. Аллах же создал, Аллах. Поэтому, когда мы просим у Него, Аллах дарует. Но если мы не просим, Аллах не дарует. Все очень просто. Просишь, Аллах дарует. Не просишь, Аллах не дарует. Поэтому, когда заходит такая благословенная ночь, как Лейлатуль Кадр, надо к ней стремиться. Потому что очень много действий, которые ты сделаешь в эту ночь, тебе запишется в твою пользу, как будто ты делал это 83 года и 4 месяца. Я говорю, примерно мы столько не живем зачастую. Мужчины раньше, женщины дольше живут. Статистика. Это хорошо для женщин. Для мужчин не очень. Но мужчинам надо стараться, алхамдулилля, как соблюдать пост. Если мужчина постоянно соблюдает пост в течение всей жизни, если вы обращали внимание, например, аксакалов, да, именно бабаек, если вы увидите, которые молятся, у них даже хоть 90 лет, хоть 100 лет, у них разум какой? Ясный, чистый разум. Почему? Потому что постоянно молятся, постоянно постятся по возможности. То есть уже когда старые, уже понятно, может быть, нет возможности поститься. Поэтому, альхамдулилля, в этом месяце эта ночь, она именно в эти последние 10 дней бывает. Вот, например, сейчас, если смотреть на небо, оно ясное, то, скорее всего, если сегодня солнце зайдет, потому что Лейлатуль Кадр, она всегда сказана ночь тихая во всем мире. Именно нет облаков, тишина, ветра такого нету неприятного. А какие ее особенности? Как можно ее заметить? Необычный свет бывает. Вот прям в небе необычный свет. Не такой, как от лампочки, не такой, как от фонаря, от огня. Или можно увидеть деревья, которые делают саджда. Откуда это мы знаем? Одна женщина, это еще, по-моему, в 900 году по хиджре жила. Она, когда вышла, увидела во дворе, вот, что дерево саджда делает. Хотела, не поверила, увидела Лейлатуль Кадр это или нет. И что сделала? Привязала платочек. Утром, когда вышла после утреннего намаза, платок был наверху. То есть выпрямилось дерево. Видите? То есть она увидела эту ночь. Поэтому, если вы ночь эту застали, то что надо делать сразу? Садака, хотя бы 10 рублей. Да? Просить у Аллаха прощения за все грехи. Или попросить то, что вы хотите. Там, стать счастливым, женатым, богатым, да? И так далее. Если есть какие-то болезни, чтобы эта болезнь ушла. И Аллах, иншаллах, как будто вот 83 года это просили, конечно же, ответит на вашу мольбу. Потому что кто-то застал эту ночь, они что?
они усердствовали в благом, и Аллах им даровал очень-очень много благ. Почему я сегодня про садака немножко сказал? Потому что садака, когда пророк Мухаммад говорил, когда человек дает садака, некоторые думают, что садака нуждается, это именно кому дают. Нет, садака нуждается тот, кто дает. Потому что тот, кто дает, это же для него запишется, правильно? А тот, кто берет, по сути, он ему одолжение даже делает. Он говорит, хорошо, я возьму. Почему я об этом говорю? Потому что, когда придет Махди, Махди, знаете, кто это? Махди – это из рода пророка. Его будут звать так же, как нашего пророка, Мухаммад сын Абдуллаха. И он будет из рода Хасана и Хусейна, то есть из этих двух цепочек. И он выйдет, когда он выйдет, придет в этот мир, он будет мучтахид мутла, то есть полностью разбираться в религии. И с ним будут ангелы. Мы не будем сомневаться, что это он наш предводитель. То есть у нас же нету сейчас халифа, да, предводитель мусульман? Нету. 100 лет назад османский халифат распался. То есть вот когда придет Махди, все мусульмане, мы о нем узнаем, потому что он скажет такбир, и мы об этом узнаем. И вот Махди, алейхиссалям, он будет из таких вот необыкновенных людей, и мы, альхамдулилля, иншааллах, будем за ним следовать, все мусульмане и мусульманки того времени, и большинство людей примут ислам, когда узнают о нем, иншааллах. Когда садака человек дает, то первое, что от него уходит, это проказа. Представляете? Пророк Мухаммад говорит, когда человек дает садака, первое, что от него уходит, это проказа. Мало что ли, да? Проказ, болезнь такая очень приятная. Второе, даже Пророк Мухаммад говорил, если у вас есть какие-то желания, особенно бизнес, кто тут бизнесом занимается, то ему надо, чтобы бизнес удавался, давать садака. Ну, кроме того, что понятно, планировать, все вкладывать, то есть знать, ценить, то есть оценивать ситуацию, это все само понятно. Это у нас бизнес-коучи лучше меня знают, об этом расскажут, лучше, чем я. Но мы смотрим на то, что говорил Пророк Мухаммад в этом плане. Он говорит, если ты хочешь, чтобы твое дело удалось, дай садака. Если у тебя кто-то болеет, чтобы он выздоровел, дай садака. И не так, как у нас принято, дал садака, раз в год, может быть, в мечеть пришел, дал садака и ушел, и забыл. Нет. Здесь имеется в виду, что каждый день ты какую-то сумму взял, коробочку, и туда уже клади, чтобы твое дело сбылось, или болезнь ушла. Поняли? Это имеется в виду. То есть, чтобы это было дело, действие постоянным. Поэтому кто-то действует, и особенно в эту ночь, то есть дав 10 рублей, он получит миллионы вознаграждений. Представляете? Один намаз, он как будто прочитал его 1000, то есть он читал 83 года. Один раз сказал «Альхамдулилля», как будто читал 83 года и 4 месяца. Это большой ни'мат. И вот сегодня, сейчас, иншаллах, если вот мы азан прочитаем, и это будет ночь. И мы здесь с вами находимся. И здесь находится сейчас много ангелов. Почему говорю много ангелов? Потому что у каждого человека ангелы находятся. Какие? Справа. Это кто-то пишет хорошие дела. Слева ракиб справа. Слева атид, который пишет плохие дела. И слева, который пишет плохие дела, он пишет, когда их? Спустя где-то полдня. То есть дает человек, может человек покаяться. Он не сразу пишет. То есть дается отсрочка. И спереди 2 ангела, ангел-хранитель, и сзади 2 ангела-хранителя. Уже сколько? 6. То есть на сколько здесь человек? Ну, давайте посчитаем. Где-то около 40. Ну, я сейчас не буду до всех досчитывать, а то как мультики, меня тоже посчитали, да? То есть 40 умножаем на 6. Сколько получается? 240 ангелов сейчас здесь присутствуют. Представляете? Прямо сейчас. Мы их не видим, но они-то нас видят. Они здесь присутствуют. И они тоже делают за нас дуа. Когда мы молимся, они делают за нас дуа. Удивительно, да? Но еще хотел бы посоветовать вам, если вы застали эту ночь, молитесь не вот так: «О Аллах, дай мне мужа», «О Аллах, дай мне там, жену», «О Аллах, дай мне там, миллиарды долларов», а 100%, чтобы вот большая вероятность, чтобы ваш дуа было принято, пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, обучал так. Если, говорит, ты просишь для брата своего тоже, что для себя, то Аллах посылает к тебе ангела, который говорит «Амин» и тебе тоже. Представляете? Что я имею в виду? Что хочу здесь сказать? Например, когда просто человек просит «О Аллах, дай мне это один. А когда ангел за тебя просит, какая разница, да? То ангел и ты. Ангел святой, а ты, может быть, еще далеко не святой. Да? Поняли, да, в чем разница? То есть, чье дуа примется, скорее всего, твое или ангела? Ангела, конечно же.
ангелы точно примется. Поэтому пророк Мухаммад учил: желай себе, то есть мусульманин для своего брата желает то же, что и желает самому себе. И дальше идет вот это разъяснение этого хадиса, понимание этого хадиса. То есть когда ты просишь для своего брата и для своей сестры, чтобы хочешь, чтобы у тебя вот это случилось, что ты хочешь, проси для него, тебе приходит ангел и говорит: амин, и тебе тоже. Представляете? То есть, может быть, у него это не случится, или у нее, но амин твой, он к тебе придет, 100%. То есть, что здесь? Вероятность того, что твое дуа будет принято, сразу возрастает. То есть, поэтому сегодня, иншаллах, если будет кадр кич, делайте дуа за меня, вот грешного раба, который тоже грешник. Мы все грешники. Негрешных людей не бывает. У всех есть грехи. Если кто говорит: я не грешен, он обманщик. Он обманщик. Потому что пророки даже были не защищены от малых грехов, то есть ошибок. Некоторые сказали малые грехи, некоторые сказали ошибки. Поэтому наша цель с вами, дорогие братья и сестры, чтобы в этом мире мы достигли именно благополучия. Какого благополучия? Счастья. Вот давайте вот так по-другому спрошу. Кто хочет быть счастливым? Давайте поднимите руку. Да. Кто хочет быть счастливым? Я тоже хочу быть счастливым, конечно же. Я тоже поднимаю руку. Кто хочет быть несчастным? Поднимите руку. Никто не поднимет. То есть разумный человек, любой абсолютно разумный человек, будь он верующий или неверующий, что он хочет быть? Счастливым. Правильно же? Ага. Смотрим дальше. Аллах послал в этот мир 124 тысячи пророков и 313 из них посланников. И эти люди самые лучшие из людей. Самые лучшие из людей это именно вот эти посланники были. Вот некоторые, сейчас тоже немножко сломаю некоторые вот, взгляды. Некоторые говорят, что в мире самые красивые это женщины. Это обман. Самые красивые это мужчины-пророки были. Самые красивые в мире были мужчины, это были пророки. Откуда мы это берем? Из истории, например, про пророка Юсуфа. Помните, когда Зулейха не выдержала, не из-за того, что она была плохая, просто он настолько красивый был, что желание овладело настолько, она уже не смогла терпеть, схватила его. И он убегал от нее, разорвала сзади ему одежду. То есть, его все равно посадили. И что? И над ней начали смеяться. Над ней начали смеяться придворные дамы. Она такая: хорошо, пригласила их, вот так посадила всех, фрукты дала и ножи для чистки фруктов. И позвала Юсуфа. Что произошло дальше? Они чистили, резали пальцы, даже не заметили. Даже не заметили. То есть такая была красота у пророка Юсуфа. Представляете? А у него сказана красота половины человечества. А у нашего с вами, пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, была красота всего человечества. То есть поэтому, как ни пытались сахабы описать его, не могли. Не могли вложить вот эту красоту духовную, то есть никак не могли описать. Плюс от пророка Мухаммада нур шел, да, если вы помните, нур, сказано Аиша, радилла анха, его жена любимая, когда она вводила, у них не было таких этих огней, свеча, и она, говорит, даже свечой не пользовалась, у нее нур такой от лица шел, она могла вдеть нитку в иголку. Представляете, нур шел от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И мы с вами, дорогие, что самое для нас счастье, мы являемся кем? Уммой кого? Мухаммада. Мы кто его? Мы его последователи. А он кто? Он самый лучший из пророков. Правильно же? Все знают об этом. Мухаммад, алейхиссалату вассалям, самый лучший из пророков и посланников. Он мало того, что он последний, он самый лучший. А кто следует за ним? Они лучшие. Они лучшие. То есть некоторые говорят, думают: ой, какой я грешный. На самом деле, в судный день, который грешник попадет в ад, у него будет 99, как сказано, ни одно хорошее дело, или даже ни одного хорошего дела, и будет 99 книг грехов. И это будет не из ума Мухаммада человек. То есть он не из нашего времени, да, не из времени Мухаммада. Из предыдущих общин этот человек будет, который совершал такие отвратительные грехи, но и то он выйдет из ада. То есть, понимаете, тот, кто сказал: мы знаем ля иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах, очень важные вещи, которые хочется донести до ваших сердец, потому что именно сердце это то, чем мы думаем, наше вместилище наших знаний, потому что когда наша душа уходит из тела, оно сбрасывает это тело, идет дальше. Вы не думаете? И тонкость здесь в чем? Вот задам вам вопрос, чтобы вы немножко включились. Где наша Родина? У людей где Родина? Ну давайте, подумаем. В раю. У биологического или? Вот. Сразу ответил, в раю. Ну, правильно. Саудитов. В раю. Почему?
Потому что Адам и Ева были созданы в раю. То есть получается, где наш дом? В раю. Но как попасть в рай? В рай попасть можно только как? Через смерть. Смерть – это естественная дверь, в которую зайдет каждый из нас и выйдет в раю, иншаллах. Ну, понятно, что через могилу, через судный день, но выйдет в раю. Поэтому для нас это естественно понимать эти вещи и готовиться к тому, что будет там. Поэтому такие ночи, как Лейлатуль Кадр, для нас важны. Потому что мы за это короткое время, буквально несколько часов, мы можем совершить так много хороших дел, которые не совершили бы за 80 года и 4 месяца. Не смогли бы. Ну, в силу своих каких-то других обстоятельств. Но застав эту ночь, поэтому каждую ночь Лейлатуль Кадр хотя бы 2-3 часа немножко надо уделять чему? Поклонению. Сесть просто, попросить у Аллаха прощения. Астагфируллах, 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 да? Тахлиль сказать, ля иляха илляллах. Какие-то другие зикры сказать. Потому что, если ты попал в эту ночь, то как будто бы 1000 месяцев ты это делал. Это же большая милость. Вот я слышала очень много такое утверждение, что в исламе музыка считается чем-то греховным, чем-то запрещенным. На инструменты есть запреты, на инструменты. На пение нету запретов. Например, при пророке Мухаммаде некоторые говорят, что, например, некоторые восхваляют Бога, петь, например. Например, эфиопы, они, вот сейчас приведу пример. Видели, наверное, как чеченцы зикр делают? Да? И бегают по кругу. Откуда это взято? Это взято, оказывается, от эфиопов. Эфиопы так делали. И, например, однажды, когда пророк Мухаммад сидел, приехала делегация из Эфиопии, и девушки, и мужчины пели и восхваляли его, и били бубну. Ну, по сути, пели. То есть, как бы концерт небольшой для него сделали. И он не порицал их. Он спросил, что они говорят. Они говорят, что мы как любим мы пророку Мухаммаду. Он говорит, скажите, я их тоже люблю. Видите? То есть, а вот этот запрет, это в основном в наше время именно такой радикализированный, связан больше с идеологией, которая проповедует, к сожалению, в наше время, это Саудовская Аравия, да? У них, потому что ваххабизм есть такая, вы, наверное, слышали? Потому что если мы возьмем 100 лет назад, в России не было таких проблем вообще. Люди пели нашиды, мунаджаты, например. И, пожалуйста, никто не запрещал. Вот так. Даже, например, есть же соревнования на чтение Корана, есть соревнования на чтение азана. Там такие голоса вообще сумасшедшие. Там так они читают. Например, я когда слышал, как турки читают, они же, вот вы сейчас турецкий пели, они на одном дыхании, они сжимают горло и так долго могут вот выдавать звук, это очень для меня трудно. А, например, египтяне, у них, как, знаете, как труба, как вот слон. Вот. Такой худенький, как будто ножки-дорожки. А какой... Нет, вот это вот их природа. Sen gülünce güller açar güle pembe, bülbüller seni söyler, biz dinlerdik güle pembe. Sen gelince bahar gelir güle pembe, dereler seni çalar, sevinelerdik güle pembe. Güz yağmurlarıyla bir gün göçtün gittin, İnanamadı güle pembe. Bizim iller sensin.
sensiz. Bizim iller sessiz. İnanamadık gül pembe. Dudağımda son bir türkü gül pembe. Hala hep seni söyler, seni çağırır gül pembe. Göz yağmurlar aylar, bir gün geçtin gittin, inanmadı gül pembe. Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz, inanmadı gül pembe. Gözlerimde son bir ümit gül pembe. Hala hep seni arar, seni bekler gül pembe. Sen gülünce güller açar gül pembe. Bülbüller seni söyler, biz dinlerdik gül pembe. Billahi da serine sanam sana inamal wadi wayahirati wadi wayahirati mali rahim shaqwati fil Akşanın bir pışmağında min oturdum, tınladım. Tınladım da min ireksiz yaşlarımına uyuladım. Uyuladım min yaşlarımına, sin sozumuna oynadım. Oygala köngülüm tavanda yangıradı kıllarım, yangıradı olmanlı kıllar. Seni sazımına oynadım, şınlagan şol kollarıday bir yıllarım. Yıllar, düzmedim mi?